Рада приветствовать вас. Меня зовут Сулейманова Гульбану. Я являюсь куратором кабинета поддержки инклюзии корпоративного фонда «Булашак». Сегодня мы разберем с вами инструменты тестирования WebIMAP. Оценка навыков речи и социального взаимодействия для детей с аутизмом и другими нарушениями WebIMAP. Стандарты профессиональной этики требуют проведения оценки навыков перед разработкой программы. Важно, чтобы поведенческие аналитики умели пользоваться различными инструментами для оценки навыков, для того, чтобы разработана была индивидуальная программа и чтобы поведенческая работа осуществлялась более эффективно. Оценка должна осуществляться в соответствии с целями вмешательства. Если целью вмешательства является формирование новых навыков, то основная задача должна сосредоточиться на этом. Если же речь идет о коррекции нежелательного поведения, то выбираем методы, которые определят функцию данного поведения. Для каждой сферы практики используются различные методы и оценки. До проведения оценки необходимо описать и пояснить, какие методы оценки будут использоваться и каким образом это будет происходить. Также получить письменное согласие от клиента на проведение оценки. Инструмент WebIMAP необходим для отслеживания навыков, также предназначен для тестирования уровня речевых и социальных навыков детей с аутизмом и другими нарушениями. Сам инструмент состоит из двух книг. Это руководство по составлению индивидуальных программ и дидактический протокол. Программа была разработана Марком Самбергом в 2008 году на основе анализа поведения Скиннера. Цели тестирования WebIMAP. Первое – это определение навыков для обучения в настоящий момент. Второе – определение стартовой точки для обучения каждому навыку. Какие преграды затрудняют процесс обучения? Следующая цель – нужна ли ребенку система альтернативной коммуникации и какой вид наилучшим образом подойдет ребенку? Возможно, это коммуникация с помощью карточек PECS или же это жестовая коммуникация. Какие специфические обучающие методы подойдут лучше всего? Обучение дискретным пробам, спонтанное обучение. С помощью тестирования можно предположить, какую можно взять. Какая среда является наиболее подходящей для ребенка? 1 на 1 с педагогом, в маленькой группе или ребенка можно включить в инклюзивную среду. Форма WebIMAP заполняется исходя из полученной информации. Эта информация может быть от родителей, от педагогов, которые работают с ребенком, посредством наблюдения за ребенком, посредством формального тестирования. Не всегда с первого раза получается провести оценку всех вех развития. Это достаточно трудоемкий процесс, который требует определенного времени. WebIMAP состоит из 5 компонентов. Первое – это оценка вех развития, оценка преград в обучении, оценка переходов, анализа заданий и мониторинга приобретения навыков, также рекомендации по построению индивидуального плана обучения. WebIMAP состоит из 3 уровней согласно этапам развития нейротипичных детей. Первый уровень – это от 0 до 18 месяцев развития нейротипичных детей, второй уровень – от 18 до 30 и третий уровень – от 30 до 48 месяцев. Мы наблюдаем и тестируем уровень навыков, которым обладает ребенок, и попутно выясняем, что является преградой для обучения. Диагностика, как я сказала, достаточно трудоемкий процесс. Тестирование первого уровня в среднем занимает от 2 до 3 часов. Оценка навыков второго уровня занимает около 6 часов. И, соответственно, оценка третьего уровня занимает намного больше времени. Это может занять от 12 до 15 часов. Можно делегировать какую-то часть оценки родителям, дать вопросы. Важно правильно оценить, где и какой навык у ребенка западает, что мешает ребенку в развитии, для того, чтобы составить программу с учетом его потребностей. Во время диагностики мы выявляем уровень развития ребенка. Частоту проведения оценки
в среднем занимает 6-9 месяцев, то есть мы один раз протестировали, следующее наше тестирование будет через 6-9 месяцев. Общее описание элементарных вербальных действий. Мант. Мант – это просьба. Например, попросить яблоко, потому что хочет яблоко. Такт – это наименование. Сказал яблоко, потому что увидел яблоко. Интервербальное действие – это ответы на вопросы или дополнение фраз каких-то. Например, что ты будешь есть из фруктов, и тогда отвечает яблоко. Поведение слушателя – следование инструкциям или действиям, связанным с просьбой людей. Например, взять яблоко после того, как сказали «возьми яблоко», и ребенок взял яблоко. Повторное услышание или эхо – это повторить за взрослым, сказать яблоко после того, как кто-то другой сказал слово яблоко. Имитация – это копирование действий другого человека. Например, после того, как кто-то постучал ладошкой по яблоку, продемонстрировал это же поведение. Какие навыки должны быть развиты у ребенка в норме, который западает у детей с нарушением в развитии? Это такие навыки, как в первом уровне ман, такт, поведение слушателя, визуальное восприятие, игра, социальные навыки, навыки имитации, эхо и спонтанное вокальное поведение. На втором уровне эти же навыки, но еще добавляются другие. Развлечения по функции категории характеристики, интервербальные навыки здесь подключаются, поведение в группе уже есть и лингвистика, качество речи. На третьем уровне от 30 до 48 подключаются такие академические навыки, как чтение, письмо, математика. Компоненты VB-MAP первый компонент – это оценка вех развития. Тестирование существующих на данный момент речевых навыков включает 170 вех развития речевых навыков и навыков обучения, распределенных на 3 уровня. Первый, второй, третий уровень по месяцам, как я до этого говорила, позволяет определить промежуточные цели для учебной программы ребенку. Второй компонент – это оценка преград. Оценка состоит из 24 общих преград для обучения и развития, характерных для детей с аутизмом и другими расстройствами развития. Преграды включают в себя проблемное поведение, отсутствие руководящего контроля, недостаточно сформированные речевые навыки и многие другие. С помощью определения уровня преград в обучающую программу ребенка включаются протоколы, направленные на коррекцию нежелательного поведения и увеличение эффективности обучения. Следующий компонент VB-MAP третий – это оценка переходов. С помощью оценки переходов можно оценить продвижение ребенка и определить, приобрел ли ребенок необходимые навыки для обучения в менее ограничивающей среде. Она состоит из 18 рубрик тестирования, которые включают оценку общего уровня речевого и социального развития, таким образом позволяющих обучению в инклюзии, а также оценку навыков самопомощи и самостоятельности. Оценка переходов позволяет запланировать подходящий формат обучения для ребенка. Этапы проведения тестирования VB-MAP. Первый этап – это подготовка к проведению тестирования. Необходимо изучить рекомендации для специалистов, проводящих тестирование на странице 22 руководства, подготовить материалы для тестирования, изучить критерии для оценки вех развития, определить формат проведения тестирования, какие навыки необходимо приобрести в первую очередь, кто будет проводить тестирование. Второй этап – это само проведение тестирования. Обратить внимание на способы оценки. Есть несколько способов оценки. Это формальное обучение, наблюдение, комбинированное формальное тестирование и наблюдение, когда вместе, наблюдение в ограниченном во времени. Также необходимо подготовить поощрение для того, чтобы мотивация к сотрудничеству ребенка не снижалась. Протестировать все сферы первого уровня, чередуя задания. Для первого уровня примерно время тестирования от 2 до 3 часов. Это следующий этап проведения
Проведение оценки вехразвития. В процессе работы необходимо собирать данные, использовать подсказки от наименьшей до наибольшей, предоставлять поощрения, предоставлять переменки. По окончании тестирования первого уровня принять решение о продолжении тестирования на следующий уровень. Стоит ли нам продолжать? Если критерии 3 вех подряд в одной сфере не достигнуто, нет необходимости продолжать тестирование в этой сфере дальше. Таким образом выглядит оценка вехразвития. Вот оранжевым цветом отмечен первый уровень, зеленым цветом второй уровень и синим цветом отмечен уровень 3. Заполняем имя ребенка, дату рождения, возраст на момент тестирования. В правой колонке мы описываем баллы, когда посчитали, когда протестировали, дату и выбираем цвет, которым тестируем, и обязательно указываем имя сотрудника, специалиста, который проводил тестирование. С одним бланком можно провести 4 раза, в данном случае 3 раза тестирования. Как вы видите, вот 3 цвета справа, в правом верхнем углу цвет. Так выглядит бланк преграды в обучении. Какие могут быть преграды? Это поведенческие проблемы, руководящий контроль, нарушение манта, нарушение эхореакции. Это все, что может ребенку служить преградами в обучении. Переходы. Вот бланк переходов, это с помощью этого бланка мы сможем определить, какой формат обучения подходит сейчас для ребенка. Это занятие 1 на 1, занятие в небольшой группе или же инклюзия. Спасибо за внимание, всего хорошего, оставайтесь с нами.